В селе Коровий ручей Усть-Илимского района провели торжественную церемонию вступления учеников в ряды кадетов. Слово «верно» и «самоотверженно служить Отечеству» дали 10 ребят, которые своей учебой и общественной работой доказали право носить кадетские погоны. Из Усть-Илимского района передает Павел Королев. Жизнь Родине, честь никому. Такими словами кадеты заканчивают свою присягу, и данному девизу они обещают придерживаться не только во время учебы, но и всю свою жизнь. К слову, особое внимание патриотическому воспитанию учащихся здесь уделяли всегда. Причем на реальных примерах. Многие выпускники школы и даже один из преподавателей сейчас участвуют в специальной военной операции, и свои напутственные слова кадетам под звуки выстрелов они записали прямо с места боевого слаживания. Потому что в наше непростое время самое главное – это подготовить достойных граждан нашей страны, настоящих патриотов. Мы, в свою очередь, обещаем, что сделаем все, чтобы над вашими домами всегда сделать чистое небо. А ранее именно выпускники школы Коровьего ручья мужественно проявили себя во время специальной военной операции. Звание Героя России посмертно присвоили Владимиру Носову и Ивану Поздееву. Сегодня они пример настоящих патриотов для местных школьников. Совсем недаром, что из этой школы в этой военной операции, которая сейчас проходит на Украине, у нас уже 2 героя Российской Федерации. Во многом, так мне кажется, это связано с тем, что в школе созданы десятилетние традиции правильного военно-патриотического воспитания. И уверен, что еще многие выпускники этой школы, имена многих выпускников этой школы мы еще услышим. С недавнего времени кадетская школа села Коровий ручей с гордостью носит имя выпускника, Героя России Владимира Носова. В марте этого года он ценой своей жизни спас попавшую в окружение роту на Донбассе. Будучи командиром, повел за собой своих бойцов, в неравном бою профессионально руководил солдатами. В результате его подразделение уничтожило вражеский танк и свыше 30 пехотинцев противника. Окруженная рота была спасена. За это гвардии капитану Носову пришлось заплатить высокую цену и в конечном счете пожертвовать собственной жизнью. Вот в этом ведь бою, в котором он погиб, ведь он погиб один. Понимаете? Такой тяжелый бой, и он, командуя людьми, настолько все это грамотно и правильно сделал, что он и бой-то выиграл, и людей не потерял. Вот ведь как. Это ведь о чем говорит? О профессионализме, о том, что он думал о каждом своем солдате. Он ведь понимал прекрасно, что каждого там дома мама ждет. Что ему доверена вот рота, там 120 человек, ему доверены эти жизни. И он сейчас только решает, вернутся эти ребята домой или нет, а ведь надо и задачу выполнить. И вот так вот в нем все было. И людей сохранил, и приказ выполнил. Иван Поздеев, как и его земляк Владимир Носов, тоже был командиром, только еще и руководил целым полком. Его подразделение в конце июля этого года обороняло район недалеко от населенного пункта Белогорка Херсонской области. Противник пытался прорвать оборону и выбить десантников с их позиций. Иван Владимирович грамотно организовал оборону, ввел в бой резерв полка и лично его возглавил. Благодаря мужественным, героическим и профессиональным действиям командира были уничтожены танк, 2 БТРа и около 25 неонацистов. Рубеж был удержан. Но сам командир получил смертельное ранение от предательского выстрела вражеского снайпера. Любовь к родине и патриотизм Владимиру Носову и Ивану Поздееву прививали еще со школьной скамьи. А теперь на историях уже их героизма будут воспитывать подрастающее поколение не только Усть-Илимского района, но и всей республики. Павел Королев, телеканал Юрган.